В процессе совещания депутаты обсудили вопросы, включенные в повестку пленарного заседания. Один из них – рассмотрение закона об изменениях в республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. Настоящий законопроект подготовлен в целях отражения дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в объеме около 1,5 миллиарда рублей в соответствии с распоряжением правительства России. После внесения изменений основные характеристики республиканского бюджета сложится следующим образом. Общий объем доходов составит 30 миллиардов 303 миллиона, общий объем расходов 30 миллиардов 836 миллионов, дефицит бюджета составит 533 миллиона. Доходную часть республиканского бюджета предлагается скорректировать на 293 миллиона рублей. Так учитывается дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета в размере 1 миллиарда 59 миллионов, и грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъекта в размере 405 миллионов рублей. После основного доклада замминистра финансов у депутатов возникло ряд вопросов к Багаудину Халухаеву. Мер социальной поддержки детям из малоимущих семей на образование, это полное обеспечение в течение года учебниками, одеждой на 2 сезона. Есть перспективы в течение года, что мы вернемся и все-таки выполним свои обязательства в социальном бюджете? Если у нас появятся источники финансирования, конечно, мы будем предлагать в первую очередь направить эти источники на исполнение вот этих социальных обязательств. Что же касается изменений в бюджете, отметил заместитель министра финансов, целью этого законопроекта является уточнение доходов бюджета и корректировка его расходной части. Данные изменения предусматривали увеличение доходной и расходной части бюджета. Нам в этом году оказали дополнительную финансовую помощь, которая направляется на образование, часть которых направляется на образование, увеличение лимита бюджетных ассигнований. Депутаты проголосовали, в первом чтении приняли. В дальнейшем будем в комитетах рассматривать, вносить, если надо, поправки, обсуждать с депутатами данный проект закона. Также на заседании предложили внести изменения в закон Ингушетии о судебных участках мировых судей. Как отмечают депутаты профильного комитета, настоящий проект закона подготовлен в целях проведения республиканского законодательства в соответствии с федеральным. Внесение указанного законопроекта обусловлено в том числе и необходимостью уточнения отдельных вопросов в сфере противодействия коррупции. Так, согласно федеральному закону о мировых судьях в Российской Федерации, к мировым судьям и кандидатам на должность мировых судей предъявляются требования, которые в соответствии с законом Российской Федерации о статусе судей Российской Федерации предъявляются к судьям и кандидатам на должность судей с учетом положений настоящего федерального закона. На заседании обсудили и приняли еще один проект закона, где предлагается исключить из республиканского закона о судебных участках мировых судей пункт 2 и статьи 2. Так, согласно пункту 2 статьи 2 данного республиканского закона мировые судьи судебных участков до назначения на должность мировых судей вновь образованных судебных участков осуществляют свою деятельность на судебных участках в границах существовавших до вступления в силу настоящего закона. При этом пункт 2 статьи 12 Федерального закона о мировых судьях предусматривает, что до назначения избрания на должность мировых судей дела, относящиеся к компетенции мировых судей, рассматриваются районными судами. Кроме этих принятых законов, в повестку заседания парламента было включено более 20 законодательных инициатив президента России, Федерального собрания России, правительства России и законодательных собраний субъектов Российской Федерации. Светлана Томова, Магомед Белакиев, Новости 24.